Об этом преступлении должно узнать мировое сообщество. Никто не должен остаться ненаказанным. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Human Rights Watch в опубликованном 2 мая докладе призвал Таджикистан и Кыргызстан расследовать нарушения со стороны своих вооруженных сил во время конфликта и привлечь к ответственности тех, кто нападал на мирных жителей. В документе говорится, что эта мера, помимо исполнения международно-правовых обязательств, также станет шагом в сторону укрепления доверия между странами и продемонстрирует стремление добиться мирного разрешения застарелого пограничного спора. 69-страничный доклад Human Rights Watch посвящен конфликту между странами, который произошел в сентябре 2022 года. В нем отмечается, что силы Кыргызстана и Таджикистана причастны к убийствам и ранениям гражданских лиц в ходе скоротечного, но ожесточенного пограничного вооруженного конфликта. Эти эпизоды могут быть приравнены к военным преступлениям. Доклад «Пошевелился, стреляют». Нарушение законов и обычаев войны в ходе пограничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре 2022 года содержит наиболее подробную на сегодняшний день правозащитную оценку 4-дневных боестолкновений с 14 по 17 сентября прошлого года. Работа Human Rights Watch была сосредоточена на допущенных во время конфликта обеими сторонами нарушениях международного гуманитарного права или законов и обычаев войны. Организация не занимает позиции по поводу того, кто начал этот конфликт. В данном отчете документально зафиксировано серьезное нарушение законов и обычаев войны, совершенные обеими сторонами в ходе конфликта, что привело к гибели и ранению гражданских лиц и значительному ущербу, нанесенному домам, школам, медицинским учреждениям и магазинам. В докладе отмечается, что кыргызские силы обстреляли машины скорой помощи и частные автомобили, перевозившие семьи беженцев, а авиаудары с лазерным наведением поразили центральную площадь села Овчи-Кальяча, в результате чего погибли по меньшей мере 10 гражданских лиц. Согласно данным доклада, таджикские силы обстреливали машины с гражданскими лицами и незаконно убили не менее 8 мирных жителей при различных обстоятельствах, а также не препятствовали массовым грабежам и поджогам частной собственности в кыргызстанских селах. Гражданское население спорных причастных районов Кыргызстана и Таджикистана дорого заплатило за жестокость как кыргызских, так и таджикских сил во время сентябрьских боестолкновений, говорит Жан-Батист Гилепен, старший исследователь Human Rights Watch по кризисам и конфликтам. Семьи жертв заслуживают правосудия и возмещения ущерба, что послужит началом на пути к урегулированию продолжающегося конфликта на условиях уважения и соблюдения прав человека. В докладе сообщается, что в сентябре 2022 года стороны задействовали силы с использованием артиллерии, танков и другой бронетехники, а со стороны Кыргызстана также ударные беспилотники. В частности, на третий день вооруженного конфликта, 16 сентября, произошло большинство нарушений. Одним из наиболее роковых эпизодов был сброс кыргызстанскими силами осколочно-фугасной бомбы с лазерным наведением на центральную площадь приграничного таджикского селения Овчи-Кальяча. В результате этого несоразмерного и неизбирательного нападения погибли по меньшей мере 10 человек, преимущественно мужчин, собравшихся у мечети после похорон, и 13 гражданских лиц были ранены, говорится в докладе. Как вы относитесь к такому докладу и к такой позиции? Как вы думаете, смогут ли наши страны договориться и признать ошибки свои друг друга? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.